Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В эти выходные в Якутске стартует марафон по финансовой грамотности среди школьников «Финансы и я». Централизованная библиотечная система города Якутска совместно с региональным центром компетенции финансовой грамотности продолжает принимать заявки для участия в марафоне. 25 сентября учащиеся школ города Якутска с 8 по 11 классы могут проверить свои знания в данной сфере. С какой целью проводится марафон и единственное ли подобное мероприятие организуется для школьников, поговорим об этом и не только с Ладой Кириллиной, заместителем директора централизованной библиотечной системы города Якутска. Лада Ильинична, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде поговорим о марафоне. Что же из себя представляет марафон финансовой грамотности и, более того, для чего он проводится? Начнем с того, что с финансами мы все с вами сталкиваемся ежедневно. То есть нам приходится оплачивать проезд в общественном транспорте, мы пользуемся услугами сотовой связи и так далее. И все это, естественно, необходимо оплачивать. И если мы с вами, взрослое население, с этим уже как-то знаем, как работать, привыкли работать, то именно дети, школьники, они еще недостаточно хорошо в этом разбираются. Это и является основной целью нашего марафона. То есть показать и сделать так, чтобы школьники поняли, что к чему. Это если очень просто говорить. Но такая форма работы с учащимися, как мне кажется, проводится впервые, да? С кем вообще проводилось обсуждение проведения марафона и какие школы нашего города поддержали такой проект? Да, именно для учеников такой марафон мы проводим впервые, но сама предыстория, с чего все началось. Предпосылки у нас появились еще в декабре 2019 года, когда мы проводили цикл лекций в нашей библиотеке Smart 203. Это довольно известная библиотека в нашем городе. Пользуясь случаем, хочу опять же всем напомнить, что библиотеки у нас работают по записи. Пожалуйста, записывайтесь, приходите. И в декабре 2019 года мы проводили цикл лекций, и тогда заметили, что у наших читателей имеется повышенный интерес именно к лекциям по финансовой грамотности. Было очень много вопросов касательно кредитов, касательно процентов для этих кредитов. Также были вопросы о том, как избавиться от мошенников, так как их появилось очень много в наше время. И уже после того, как лекции прошли, нами было принято решение, а почему бы не попробовать сделать школу финансовой грамотности, так как спрос у населения, у наших читателей имеется. Мы запустили подобную школу и потом подумали, что так как проводить в стенах библиотеки, это значит уже ограничивать себя каким-то определенным кругом читателей, почему бы нам не расширить этот проект? И решили запустить его уже электронно на нашем сайте. Мы выпустили несколько уроков, а потом, к сожалению, уже началась пандемия, и вынужденно вся школа у нас перешла исключительно в дистанционный формат. То есть сейчас на нашем сайте можно зайти на страницу данного проекта и посмотреть. Сейчас там представлено 11 уроков. Но марафон финансовой грамотности – это такое первое масштабное мероприятие для детей. Да. Ранее мы проводили подобный фестиваль в мае, но он был у нас нацелен на граждан пенсионного возраста, на наших пенсионеров, и назывался «Серебряная нить». Тогда мы также приглашали ведущих экспертов в этой сфере, проводили консультации. И да, этот фестиваль тоже имел довольно большой спрос именно у пенсионеров, потому что пенсионеры, они являются также уязвимой категорией граждан, которые не очень хорошо разбираются в современных реалиях, скажем так, именно в цифровой среде. Помимо этого, кстати, также хочу сразу отметить, что у нас имеется еще и другой проект по цифровой грамотности для пенсионеров. Он называется «Цифровая среда плюс 50+». И прием заявок у нас ведется на постоянной основе, поэтому если кому-то интересно, он может записаться на данный проект и пройти у нас обучение. Цифровая среда плюс – это обучение людей преклонного возраста, владению различными навыками работы на компьютере, да, верно, и прочее. Тогда давайте вернемся с вами к финансовой грамотности. Что включает в себя вот это понятие, помимо того, чтобы знать, чем кредит, например, отличается от дебета и прочее? Вот все эти вопросы у нас очень подробно объяснены в наших лекциях на странице данного проекта. То есть там представлено 11 уроков, плюс наши сотрудники подобрали очень хорошую коллекцию книг
с этой виртуальной выставкой также можно ознакомиться на сайте. И дополнительно у нас представлены еще для категории «самые маленькие читатели» — это мультики. То есть у нас имеется цикл небольших мультфильмов по финансовой грамотности, и он начинается с самых основ, то есть буквально, что такое кошелек, что такое деньги, и как на эти деньги можно купить конфеты. А какие задания необходимо выполнять участникам в рамках образования по части финансовой грамотности? Сам марафон у нас будет состоять из 3 этапов. То есть первый этап — это будет общее тестирование, затем и решение задач. Затем у нас будет онлайн-встреча с экспертом. И третий этап — это уже будет экспресс-тестирование. Подробности я сейчас раскрывать, конечно, не буду, чтобы сохранить интригу и интересы наших участников, но наша команда очень постаралась, чтобы все задания были интересны. Лада Ильинична, как вообще проходит регистрация участников марафона? Человек, который записан в библиотеку, только он знает об этом, или где-то можно найти информацию в социальных сетях? Каким образом это происходит? Да, конечно, вся информация первым делом представлена на сайте. Это cbsekt.ru. Можете зайти и ознакомиться сразу на главной странице. Кроме того, все наши библиотеки, а их у нас 18 филиалов, они все представлены в социальных сетях, и каждый имеет свой личный аккаунт. То есть информацию можно найти и в самой популярной сети у нашего населения — это Инстаграм. Также у нас библиотеки представлены и в других социальных сетях. И, конечно, можно позвонить в сами библиотеки и узнать. Но здесь получается несколько ограничительный момент. Если ребенок не записан в библиотеку, он просто и не узнает о курсах финансовой грамотности и, более того, о марафоне. Нет, почему же? Наши библиотеки также проводят активную работу со школами, и мы устраиваем иногда библиотечные уроки. К сожалению, у нас сейчас стоит небольшой запрет на проведение массовых мероприятий из-за ковидных мер. Он по всей республике, как вы все знаете. Поэтому в стенах библиотеки у нас очень строгие требования к этому. Но мы можем по приглашению школы, например, прийти, провести мероприятие, рассказать. И со всеми школами города Якутска у нас очень хорошие отношения. А когда станут известны результаты марафона, если учитывать, что он состоится уже в эти выходные? Марафон у нас будет проходить несколько дней, а результаты у нас будут известны в течение месяца. То есть до 12 часов 23 сентября у нас ведется прием заявок, потом около месяца у нас будет проходить сам марафон, и уже 23 октября будут известны результаты. Всего у нас будет выделено 5 лучших работ, и первые 3 места у нас будут поощрены дипломами. И все 5, конечно, получат призы от нашей библиотеки. Лада Ильинична, мы не будем раскрывать, да? С вами уже договорились о том, какие задания будут на марафоне. Просто скажите, они могут ли чем-то напоминать олимпиадные задания для школьников? Или это несколько другая сфера? Возможно, буду сохранять интригу. Хорошо. Ну а в будущем давайте поговорим о планах на несколько событий вперед. Проведение подобных марафонов или других каких-то интеллектуальных, эрудических игр для учащих планируется или нет? Да, конечно. Наши библиотеки сейчас очень активно работают и живут и в виртуальном мире. И хотя некоторые думают, что да, библиотеки сейчас закрыты, туда никто не ходит, прием только по записи, на самом деле нет. Мы очень активно присутствуем и в онлайн-среде. У нас каждый день проводятся различные мероприятия, это встречи с экспертами, также мастер-классы онлайн. Конечно, все проходит на виртуальных площадках Zoom. Все мероприятия, всю афишу можно также найти на нашем сайте библиотеки. Она у нас обновляется ежедневно, эта афиша, и все мероприятия там представлены, включая в том числе и виртуальные выставки. Виртуальные выставки я очень рекомендую посмотреть, потому что там представлены очень интересные издания. И помимо этого, конечно, у нас имеется и ряд других проектов, которые ведет библиотека. Здесь я бы хотела обратить внимание на проект, который называется «Библиотечный волонтер». И здесь уже могут участвовать абсолютно
все граждане любого возраста, то есть здесь нет ограничений на школьник ты или же пенсионер. Пенсионеров мы тоже очень приветствуем, это наши серебряные волонтеры, мы их очень любим. И вы можете заполнить анкету на сайте добро.ру, присоединиться к нашему проекту и стать волонтером любой из наших библиотек. В чем заключается деятельность библиотечного волонтера? Он как-то чинит книги или проводит какую-то оцифровку некоторых изданий? Но, к сожалению, сейчас, опять же, из-за пандемии волонтеров мы привлекаем для участия в наших мероприятиях. То есть они могут помочь нашим библиотекарям провести какое-либо мероприятие или провести, возможно, мастер-класс онлайн для наших читателей. Естественно, направлений у нас было гораздо больше, но, опять же, из-за пандемии пришлось какие-то направления временно ограничить. Поэтому сейчас в основном мы привлекаем для участия в наших онлайн-мероприятиях. Лада Ильинична, ну а если не думать о ограничениях, мы представим с вами такую идеальную ситуацию, как раньше вы расширяли количество участников на подобных мероприятиях? Какие средства для этого привлекались или методы? Как я уже говорила ранее, у нас очень хорошая работа налажена со школами, также мы дружим с детскими садами, и наши библиотеки проводят очень много мероприятий, проводили очень много мероприятий в стенах библиотеки. То есть вся информация, опять же, заранее была представлена на нашем сайте, и, конечно, нам очень помогают наши социальные сети и мессенджеры. То есть сарафанное радио, оно всегда работает. Скажите, несмотря на 2021 год, появляется такая тенденция о том, что школьники и те, кто помладше, все же читают меньше, но, скорее всего, это миф. Да, вот здесь я с вами соглашусь, потому что по итогам недавних лет республика у нас была признана одним из самых читающих регионов России. То есть мы являемся флагманом, одним из читающих регионов. Поэтому не думаю, что школьники стали как-то меньше читать. Просто сейчас все чтение перешло опять же в виртуальную среду. Читают много, но на электронных платформах. Благодарю вас, Лада Ильинична, за актуальную беседу и желаю продуктивного проведения будущего марафона по финансовой грамотности. Благодарю. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.